В эфире рубрика «Чрезвычайное происшествие». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. В полицию обратился якутянин, который стал жертвой мошенников. Мужчина хотел снять в аренду частный дом и нашел подходящий по объявлению в интернете. После осмотра дома потерпевший перевел 45 тысяч рублей на банковскую карту мошенницы и в скором времени собирался въехать в новое жилье. Но, как оказалось, владелица дома успела сдать жилье еще 5 семьям. Подозреваемая была задержана. В полиции она дала признательные показания и сообщила, что преднамеренно пошла на преступление и желает оказаться в местах лишения свободы. Деньги, полученные от арендаторов, женщина успела потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Страшная находка ожидала полицейских в одной из квартир в 202 микрорайоне. В холодильнике они обнаружили расчлененное тело мужчины. По подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний приятель убитого. По предварительным данным, 1 сентября приятели вместе распивали спиртное. Между ними возникла ссора, и подозреваемый забил свою жертву насмерть. Испугавшись совершенного, он решил скрыть следы преступления. Расчлененный труп преступник спрятал в холодильник. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый заключен под стражу. В Алданском районе водитель мотоцикла ИЖ Юпитер-5 врезался в иномарку. 49-летний мужчина без водительского удостоверения на незарегистрированном мотоцикле с коляской двигался по улице Нагорная, где столкнулся с автомобилем Mazda Demio. Мотоциклист с закрытым переломом шейки бедра доставлен в больницу. Прибывшим на место сотрудникам ГАИ автоледи, находящаяся за рулем иномарки, пояснила, что двигалась по улице и, чтобы позвонить по телефону, решила припарковаться. Включила поворотник и вдруг ощутила резкий удар слева. На момент ДТП водитель мотоцикла не удосужился включить фары на своем транспортном средстве и был незаметен в темноте. По медицинскому освидетельствованию у обоих водителей не установлен факт употребления алкоголя. Алекминские полицейские задержали подозреваемых в серийных кражах. В полицию Алекминского района обратились 2 местных жителя с заявлениями о краже. У одного преступники похитили палатку, спальный мешок и тепловую пушку. При совершении второй кражи добычей злоумышленников стал домкрат и аккумулятор с припаркованного автомобиля. Задержав подозреваемых, которыми оказались 2 ранее судимых местных жителя, полицейские раскрыли еще одну кражу, которую преступники совершили летом. Взломав замок, они проникли в жилой дом и вынесли оттуда продукты питания, акустическую гитару и акустическую систему с 4 колонками. Общая стоимость похищенного составила около 20 тысяч рублей. Но сбыть добычу воры не успели. Все похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Спасатели Хабаровского края помогли жителям принять участие в выборах и отдать свои голоса в единый день голосования. Из-за вышедшего из берегов Амура спасатели на лодках доставляли жителей на избирательные участки. А в некоторых особо пострадавших районах члены избирательной комиссии с переносными урнами для голосования сами приплывали к избирателям. По данным МЧС по региону, всего для обеспечения безопасности в единый день голосования была задействована группировка МЧС России более 700 человек и 140 единиц техники. А на азиатском континенте бушует сразу 2 мощных шторма. 2 тайфуна обрушились в минувшие выходные на Корейский полуостров и Японию. Стихия привела к гибели нескольких человек, отмене сотен авиарейсов и отключением электричества. Подробности рассказывает Артем Сторонов. Поваленные деревья, сорванные с домов крыши, подтопленные улицы, отключение электричества и погубленные посевы. Таковы последствия мощного тайфуна Лин-Лин, обрушившегося в минувшие выходные на Корейский полуостров. Стихия унесла жизни нескольких человек. Власти Южной Кореи сообщили о как минимум 3 жертвах. В КНДР заявили о гибели 5 жителей. Десятки людей получили ранения. В аэропортах были отменены сотни авиарейсов. Северокорейское государственное новостное агентство ЦТАК рассказало, что тайфун уничтожил свыше 45 тысяч гектаров сельхозугодий. На кадрах, распространенных в воскресенье, видно, как военные помогают фермерам поднимать полегшие посевы риса и кукурузы. Лин-Лин, один из самых мощных тайфунов за всю историю наблюдений в Южной Корее, в воскресенье добрался до Приморского края. Он заметно ослаб, но тем не менее повалил десятки деревьев и привел к затоплению улиц. Еще один тайфун Факсай обрушился в ночь на понедельник на восточное побережье Японии. По данным метеорологов, скорость ветра здесь превышала 200 км в час. Местные телеканалы сообщили о гибели одной женщины. Стихия привела к отмене авиарейсов и остановке железнодорожного сообщения. В ближайшие сутки в Японии ожидается выпадение порядка 300 мм осадков. Власти предупреждают об опасности возникновения оползней и наводнений.
На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны.